Вы помогаете больным детям? Нет. Почему? Не знаю, не хочу, наверное. Я сама больная. Так что мне самой нужна помощь. Да. Каким образом? Помогаем. Да, Каким образом? люблю душевно внутри их и сожалею. Каким образом? Ну вот, допустим, есть программа-то по Первому каналу. Там смс-ки посылают, больным детям, которые там нуждаются в операциях. Ну вот, посылаю смс-ки так. У меня остались племянники. Мать умерла от рака в 45 лет. Это у моей сестры дети. Я им помогаю в денежном выражении. Дальше, когда могу, чем могу. Я, представляю, это ветераны у нас техникума, политехнического техникума. Мы навещаем, помогаем. Но материально маленькие подарочки носим, небольшие. Мы тоже пенсионеры. Больным детям, я вообще-то педагог, музыкант. Наш колледж гуманитарно-педагогический имени Куратова, но регулярно в Кочпане проводит, и концерты дают, и в интернате дают. И уже и взрослым старикам, вы знаете, да, не только детям, потому что больные там есть, а больные старики, там, они тоже как дети. Организация у нас делает благотворительные взносы. Например, в ассорти там деньги собирать, я туда тоже деньги обязательно ложу. Пакеты покупаем, когда есть. Либо денежку перевожу, там смс с телефона, чтобы списывали, либо как-то, потому что мне очень жалко таких детей. У магазина часто у Магнита стоят, просят денежки с плакатами. Я даже не читаю, сразу даю денежки. Участвую в благотворительных акциях, то есть с деньгами. Через через помоги. Добро. Как он, телефон 51, 54, как-то так вот. Только таким вот образом. СМС-ки, да? Да. И игрушками, и книгами. У меня есть знакомые дети. Я даже хожу, читаю им сказки. Компания, в которой работаю, периодически собирает литературу, детские книжки, игрушки, вещи в хорошем состоянии. Мы отправляем в районы, там, Каркировский, Ударский. В таком плане участвуем в таких акциях. Проходит акция на Пятом канале-то. Не акция, а что-то там. Да, СМС. И мы все в родные с мамой, с папой отправляем СМС. Вот. Наши клиенты, так сказать, вяжут варежки, красивые вещи и передают в дом ребенка. У нас в городе Сыктывкаре есть такая программа «Бабушкина забота».